Быстрее, мы опаздываем. Со своим нельзя. У наших зрителей тоже есть спецпропуск. Ладно, проходите. Какой вечер хороший, все дела уже сделаны. Да, я как раз сегодня сюжет смонтировала, теперь все выходные свободны. Сюжет? Сюжет! Девочки, Вувн, мы забыли снять ведущую. Срочно неси камеру. Детская присыпка. Свет! Камера, мотор. Всем привет! Нет, это не Универвидение, а то из-за ведущей вы могли перепутать. С вами снова Вувн, и эта неделя была насыщена событиями, о которых мы спешим вам рассказать. Кстати, можете уже закатывать тусовку по поводу нового выпуска, ведь сегодня отличный для этого день – день вечеринки. Ну что ж, поехали к новостям. Сегодня День солидарности бездомным в Сыктывкаре. Чем помочь нуждающимся и как это сделать? Хочется тушеной капусты? Узнавайте рецепт в рубрике «Кухня студента». Посмеяться гораздо все, а вот разбираться в юморе могут единицы. Опрос-проверка студентов к 1 апреля. Разговор о студенческой жизни с Владимиром Мироновым в постоянной рубрике «Интервью с преподавателем». 30 марта в России проходил День солидарности с людьми, которые оказались на улице. В Сыктывкаре проблемой бездомных людей занимается волонтерское движение «Сытый гражданин». Добровольцы проекта помогают нуждающимся с питанием, одеждой, восстановлением документов и жильем. В этом году специально ко Дню солидарности организаторы впервые провели фестиваль «На пути к дому». О том, что там было, смотрите в нашем сюжете. Фестиваль помощи бездомным людям проводят по всей России с 2017 года. Основали его благотворительная организация «Ночлежка», фонд «Нужна помощь» и интернет-портал «Такие дела». Цель проекта – выразить солидарность людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации и пострадали на улице. Я думаю, что такие проекты нужны для того, чтобы люди больше узнавали об этой проблеме, потому что бывает такое, что люди не помогают бездомным, потому что кажется, что это какие-то маргиналы, что, то есть есть ряд стереотипов, и я думаю, что Илья как раз со своей организацией борется с этими стереотипами и позволяет нам быть, я не знаю, человечнее. Стать участником фестиваля мог любой желающий. Для этого нужно было зарегистрироваться на сайте и получить билет. Пропуском на мероприятие стали продукты. Например, греча, макароны и рис. Проведение фестиваля – это более открытый способ донести информацию до людей, так как в открытом фестивале можно пообщаться не только с организаторами фестиваля по определенной схеме, но и задать вопросы интересующие. Организаторы фестиваля подготовили обширную программу. Гости смогли посетить лекции и тренинги о бездомности, мастер-класс по интуитивной живописи, научное шоу для детей и благотворительный концерт. Также в течение дня в фойе Дома дружбы народов развернулась фотовыставка «Невидимые люди». Завершился фестиваль просмотром фильма «Новая жизнь. Начало». Саша,
Дед, пора тебе свежее. Если вы не смогли прийти на фестиваль, но хотите помочь тем, кто остался на улице, вы можете собрать средства личной гигиены, продукты и отнести в пункт приема «Сытый гражданин». Также можно связаться с координаторами акции. Всю подробную информацию можно узнать в группе «Сытый гражданин» во ВКонтакте. Мария Торопова, Полина Холодова, специально для Вувна. Ребята из 6-го общежития СГУ запустили в своих соцсетях новую рубрику «Кухня студента». К сожалению, из-за ограничений попасть в общежитие мы не смогли, поэтому пригласили создателя рубрики Людмилу Маркову к нам в студию и повторили одно из блюд. Привет! Привет! Что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить тушеную капусту с фаршем. Какие ингредиенты нам для этого понадобятся? Нам понадобится сама капуста, фарш, томатная паста, морковка 1, луковица 1, стакан воды и специи. Отлично. Начнем? Начнем. Давай порежем капусту, потому что она у нас самая большая. Так. Расскажи, как пришла идея такой рубрики? Ну, мне сказали, Люда, нужно сделать рубрику. Группа общежития пустует. Я говорю, хорошо. И пошла к себе в комнату сидеть и думать, что же такого сделать. В первую очередь начала думать, что же мне было полезно увидеть в этой группе. А так как я студент 2-го курса, режь себе давай, я не умею особо готовить, и поэтому я решила, то, что прикольно было бы увидеть какие-то рецепты легкие, быстрые, простые, чтобы приготовить за полчаса, за 40 минут. И вот и пришла мне идея рубрика «Кухня студента», где мы готовим. И вот по сей день, каждый понедельник она выходит в нашей группе. Отлично. А кто готовит? Только ты или еще другие ребята могут готовить? Ну, готовят люди с интернета, а мы просто повторяем за ними. И теперь нам нужно нарезать морковку и луковицу. Давай, ты что хочешь резать? Я не хочу плакать, поэтому я выберу морковку. Хорошо. А какой рецепт из тех, что ты готовила, тебе больше всего понравился? Я вот делала сырники, которые вышли недавно, мне очень понравилось. Они такие банановые. Вообще очень вкусные. Полезна студентам рубрика? Часто они пьют? Да, они очень хвалят, говорят, то, что у них тоже очень вкусно получается, то, что полезная рубрика. Иногда у них нет идей, что приготовить, и тут выходит рубрика, и они теперь знают, что готовить. Вообще им очень нравится. С чего начнем? Теперь мы жарим лук и морковку вместе. Жарим всего 3 минуты. Следующий шаг, мы добавляем фарш. Наш следующий шаг, мы добавляем капусту. Также добавляем воду, томатную пасту и специи. И мешаем. Накрываем крышкой и тушим 15-20 минут. Наше блюдо готово, можно пробовать. Ребята, это очень вкусно. Запоминайте, готовьте. И приятного аппетита! У тебя спина белая, русалка села на шпагат. Вас тоже донимали глупые розыгрыши и анекдоты в этот четверг? Неудивительно, ведь было 1 апреля. Мы, в отличие от большинства, не шутили, а усердно работали. Провели опрос, насколько хорошо или плохо студенты разбираются в теме смеха. Скажи, что такое смех? Смех – это смех. Это веселье. Сокращение диафрагмы. Ну, реакция организма на что-то смешное. Изи. Существует ли ген юмора? Ген юмора? Ну, наверное, да. Потому что какие-то люди, как бы ни старались, не могут быть смешными. Наверное, нет. Звучит не очень. Ну, есть же люди, которые смешнее остальных, наверное, да? Я считаю, нет. Нет. Я думаю, это чисто индивидуально. Это элементарно. Знаешь ли ты, как называется наука, изучающая смех? Смехология. Смехология? Смехология.
Смайл науч. Смехология. Гелатология. Что раньше приобретает человек, смех или юмор? Смех. Юмор. А, нет, стоп, я хотел сказать смех. Смех. Я думаю, смех. Смех, конечно. Мне кажется, одновременно и смех, и юмор. Если человек умеет шутить, то он и смеяться тоже умеет. Смех. Потому что даже малыши маленькие, которые только родились, уже смеются. Очень красиво. Смеяться может не только человек, но и некоторые животные. Их двое. Как думаешь, кто? Обезьяна и дельфин. Суслик. Ну и бурундук. Ну, гиена, наверное. Ну, может, дельфин. Собака и свинья. Лошадь и пингвины. Это крысы и, наверное, какие-нибудь приматы. Это шедевр! На сколько времени продлевает жизнь минута смеха? На час? Смотря какая шутка. На день. На час. 15. Это я понимаю. Аргумент. Кого в Новой Зеландии, Ирландии и Великобритании называют апрельскими дураками? Украинцев. Наверное, шуты. Те, кто родились в апреле. Нас с вами. Всех мужчин. Хорошая шутка. Так называют тех, кто шутит после полудня. Понимаю. Раз в месяц у нас выходит рубрика «Интервью с преподавателем». И сегодня к нам в студию пришел Владимир Миронов, директор Института точных наук и информационных технологий, начальник Департамента научной и проектно-инновационной деятельности и доцент кафедры информационных систем. Поговорили о студенческой жизни, важных человеческих качествах и нынешней молодежи. Кто как обзывается, тот так и называется. Да? Вот в этом смысле не делай зла, и, соответственно, оно к тебе никогда не вернется. И еще одно качество, которое я очень ценю, это точность, пунктуальность. По времени и, соответственно, в словах, в делах. Мое любимое занятие – это гулять с сыном, свежая природа, иногда даже специально уезжаем из города с тем, чтобы погулять, полюбоваться, подышать свежим воздухом. Лев Николаевич Толстой «Война и мир» много раз перечитывал и еще буду перечитывать. Это мое любимое произведение. Также нравятся рассказы Чехова, поскольку все, что у нас происходит в реальности, в нашей жизни, такой довольно насыщенный и современный, все можно найти в его рассказах и каким-то образом, может быть, осмыслить или переосмыслить. Это все, что сделано Гайдаем, это можно просто каждый день пересматривать, да, и на цитаты разбирать. А из иностранных фильмов Стивен Кинг, Линч, ну, это вот действительно, когда есть время, да, то погрузиться еще раз в тот или иной фильм, это тоже большое удовольствие доставляет. Спокойная классическая музыка. У меня нет, ну, как таковых, ну, предпочтений музыкальных. Очень широкий спектр. Я бы сказал, вот как шел, так и иди. Еще даже, по-моему, древние греки говорили, никудышная у нас молодежь. Ну, время идет, да, поколения меняются, но вот тезис он такой, да, как бы всегда имеет место, но на самом деле нормальная молодежь. Она вот такая, какая есть, и с этим нужно жить, да, она другая. Мне от моей работы больше всего нравится получать результат, радоваться, когда студенты, преподаватели получают, ну, какие-то там победы, приносят, защита диссертаций, защита дипломов, победа на там, федеральных конкурсах. Вот это, к счастью, происходит нередко, поэтому вот ты испытываешь, ну, какое-то удовольствие. Защита кандидатской диссертации в 2006 году. Ну, потому что это резко меняет статус молодого преподавателя и открывает широкие перспективы, ну, в плане работы в университете. Веселое было время. У нас была довольно многочисленная группа. Не все, правда, дошли до конца. У нас 96 человек поступило, 37 закончило, математиков.
Но вот с тех пор уже сколько лет прошло, почти 20, ежегодно встречаемся, почти в режиме онлайн переписываемся. Это вот студенческая дружба, это, наверное, самая крепкая дружба по жизни. Я просто как бы не вижу себя вне преподавания. Студенческие годы – это самое прекрасное время, на самом деле, в жизни. Другого такого не будет. Когда человек еще и воспринимает всю информацию, новые знания, да, и знакомства, вот, о которых мы уже тоже говорили, да, вот эта студенческая дружба, вот это все формируется. И поэтому очень нужно ценить это время и учиться. Учиться не в том смысле, что там в аудиториях, да, сидеть, там лекции, слушать практические занятия, а учиться жить, учиться выстраивать и, социальные отношения. Вот. Потому что это очень важно, и другого такого периода не будет. На этом все. Веселитесь, радуйтесь жизни и новым лужам на улице. Ой, то есть приходу весны. Пока-пока. Фух, ну теперь точно все. О, это же моя любимая песня!